أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья-мусульмане, мы называем себя мусульманами за то, что мы исповедуем ислам, за то, что нас сегодня объединяет религия ислама. Не из-за того, что мы знакомые или односельчане, а лишь потому, что мы являемся мусульманами, и наша религия ислам нас объединяет. Сегодняшнюю тему, уважаемые братья, хотел посвятить правильному пониманию ислама. Очень много ошибок есть, как мы знаем и понимаем ислам, и чтобы избежать или же уменьшить это число ошибок, уважаемые братья, мы должны осведомлены элементарными знаниями ислама. И когда мы уже знаем азы этих знаний ислама, мы должны уже, чтобы они имели место в нашей жизни. Говоря о знаниях, вспоминается хадис, в котором сказано: «Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслимин ва муслима». Изучение знаний – это обязанность для каждого мусульманина и для каждой мусульманки. Кто был, уважаемые братья, не был, это обязанность для каждого мусульманина, исповедующего ислам. Есть, уважаемые братья, такой тоже хадис, что неграмотность говорит – это самая большая бедность. Когда у человека, уважаемые братья, нет знания, он не знает в исламе, что есть что. Это, уважаемые братья, и в хадисах тоже сказано, самая большая бедность – это незнание. Из-за этого хотел бы прочитать хадис, который привел Дарбадлию и Табрани. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна Аллаха Та'аля фарада фараида, фаля тудайюха». Аллах Та'аля сделал обязательными некоторые действия для мусульман. Из-за этого нельзя относиться к ним халатно. И ограничил границы, по которым мы должны жить, вести образ жизни мусульман. И нельзя переходить эти границы. И некоторые вещи Аллах Та'аля запретил. Запретил лишь потому, что совершающий это, он приносит себе вред и вред своему исламу. И нельзя, уважаемые братья, то, что Аллах Та'аля запретил, этому тоже относиться халатно. Но самое главное, уважаемые братья, в следующем: «Васаката ан ашьяи», но о некоторых вещах Всевышний Аллах умолчал. О некоторых вещах Всевышний Аллах умолчал. Гайра нисьяни, он умолчал, уважаемые братья, не из-за того, что он забыл. Рахматан лякум, он умолчал о некоторых вещах из-за проявления милости к нам, чтобы нам соблюдение ислама было легко. То есть не усложняя, а наоборот облегчая тем людям, которые исповедуют ислам. «Фаля тархабу анха», и не обсуждайте, говорить о тех вещах, о которых Всевышний Аллах умолчал. То есть, уважаемые братья, мы знаем, что нельзя, мы знаем, что можно.
что запретно, что обязательно мы знаем. Но между ними есть, говорит, некоторые действия, о которых Всевышний Аллах умолчал из-за милости к нам. И этим облегчил нам соблюдение ислама. Следует знать, что ислам это не только свод законов, которые следует вызубрить и затаить в душе, а ислам это образ жизни, который должен охватить все ее стороны. То есть человек в жизни должен быть мусульманин. Он не мусульманин именно вот здесь сегодня. В мечеть пришел, он мусульманин, а на воле он уже по-другому себя ведет. Ислам это образ жизни. Как человек должен строить отношения, связи, торговля, работа и обстановка его жизненная. Она вся должна быть в рамках ислама. Поэтому каждый мусульманин, удостоившийся чести принять ислам, а мы знаем, что мусульманином быть это большая честь. Из-за этого, когда у нас спрашивают, мусульманин ты, мы отвечаем, альхамдулиллах, мусульманин. То есть каждый мусульманин, который он считает себя, должен относиться с оптимизмом ко всем его предписаниям и запретам, стараясь претворить их в свою жизнь. Где бы он ни был, уважаемые братья, чем бы он ни был занят, он должен решать все свои вопросы в соответствии исламу. И это единственный признак искренности веры. Мы же знаем, мы же слышим постоянно, что вера у человека должна быть искренняя, а не то, что он общается, он говорит, что это нужно, а в деле, если у него пусто, уважаемые братья, это не то, о чем сказал нам пророк алейхиссалату вассалам. Веру нужно соблюдать искренне, то есть и словом, и сердцем, и показывая соответствующий амал. Помимо этого тоже, уважаемые братья, важно следовать сунне пророка алейхиссалату вассалам, чтобы мы не были заблудшимися. Есть, уважаемые братья, аят тоже из Корана, о котором сказано следующее: Бисмиллахи рахмани рахим, ва наззална алейка ликитаба тибьяна ликулли шайин. Всевышний Аллах ниспослал китаб Коран, поясняя в этом Коране все. Все то, что связано с нами, уважаемые братья, в нашей жизни, дал оценку Всевышний Аллах в Коране. И есть на все вопросы ответ в Коране. Табиинан лякум, поясняя в Коране все. Из-за этого, уважаемые братья, есть некоторые и вопросы, очень, которые в обществе обсуждают насчет ислама, как, что, почему и зачем. Но чтобы найти на них ответ, уважаемые братья, человека должно быть хотя бы базовое знание ислама. Без этого, уважаемые братья, без этих элементарных знаний ислама, будь он взрослый человек или же молодой, у него полно ошибок. Один из примеров, который в Коране обсуждается, уважаемые братья, и осуждается, это спиртное. Если мы спрашиваем насчет спиртного, какую оценку ставит Коран, то в нем сказано следующее. Суратуль Маида, 90 аят. Бисмиллахи рахмани рахим. Я айюхалладина аману, иннамал хамру, валь майсиру, валь ансабу, валь азламу, риджсун мин амали шайтан. О те, которые уверовали, нам Всевышний Аллах обращается. О те, которые уверовали, поистине говорит, все то, что опьяняет и азартные игры, это из поступков шайтана. Остерегайтесь, говорит, от этих
поступков. А мы знаем, уважаемые братья, один из нашей цели этой жизни, уважаемые братья, чтобы человек обрел счастливую жизнь. И в Коране в окончании этого аята сказано: «Ла'аллакум туфлихун», если вы хотите быть из числа счастливых. То есть, давая оценку, что пивное, азартные игры и то, что с ними связано, это из поступков шайтана, остерегайтесь говорить, если вы хотите быть из числа счастливых. Затем, уважаемые братья, есть такой столб ислама: «Вабил-кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Та'аля». Это 6-й столб из столпов имана. Это, уважаемые братья, говорит нам, что Аллах Та'аля нам дал волю. «Валь-кадару мин Аллахи, валь-ихтияру минна». Аллах Та'аля дал нам кадар, как вести, уважаемые братья, как быть, но выбор, уважаемые братья, оставил Всевышний Аллах за нами. Из-за этого, уважаемые братья, когда ученик в школе балуется, да, и не слушается учителя, учитель делает замечание своему ученику: почему ты балуешься и не слушаешь, он что отвечает учителю? Это говорит адар Всевышнего. Ученик, он не слушает, учителя говорит: это адар Всевышнего Аллаха. Если этот же ученик прыгнет со скалы, это тоже будет адаром Всевышнего Аллаха. Но нельзя, уважаемые братья, путаться здесь, потому что это элементарные знания. Человек должен... Что такое адар? Аль-кадару мин Аллахи валь-ихтияру минна. Кадар говорит предопределение от Всевышнего Аллаха, а Всевышний Аллах за нами оставил выбор. Мы можем поступить и хорошо, мы можем поступить и плохо тоже. Из-за этого, уважаемые братья, дальше в этой сфере сказано: «Аль-кадару валь-амалу яджрияни ма'ан». Кадар Всевышнего Аллаха и наш с вами амал, они идут вместе. Они идут, говорит, вместе. Из-за этого Аллах Та'аля нам дал силу, волю, свободу Он дал нам. Мы можем и хорошее делать, и плохое делать. Но мы знаем, когда мы делаем хорошее, что за этим следует, и плохое тоже мы знаем, что после этого последует. Из-за этого, уважаемые братья, если не было бы так, если от нас никакого выбора и не ждать, уважаемые братья, то и послание пророков и посланников, и Коран тоже это было бы напрасно. Аллах Та'аля послал же посланников, Он послал Коран, объяснять нам суть, как нам жить. Если бы не было бы за человеком выбора, уважаемые братья, это послание пророков и Корана, это было бы делом бессмысленным и напрасным. Из-за этого адар, уважаемые братья, если есть такие, которые думают вот так, что мы не можем изменить что-то, мы можем или в лучшую, или в худшую сторону. Но Всевышний Аллах дал нам возможность. Также, уважаемые братья, есть такой аспект тоже торговля, и оно в нашей жизни имеет очень большое место. Очень много людей заняты торговлей, купля и продажа. Но насчет этого тоже сказано, уважаемые братья, следующее в Коране, сура Аль-Бакара, 275 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ахаллаллаху аль-бай'a ва харрама ар-риба. Всевышний Аллах дозволил торговлю и запретил, говорит, ростовщичество. То есть обман, когда в торговле есть, уважаемые братья, обман, ложь. Когда мы фальшивые деньги или же товар, который испорчен, мы отдаем этому человеку, не вставляя в курс дела, что это испорченный товар, уважаемые братья, это тоже опасно. Это тоже опасно, уважаемые братья, и оно имеет место. И воровать, уважаемые братья, что нельзя, это мы знаем. Это тоже связано с торговлей.
Некоторые уважаемые братья-мусульмане думают даже и так тоже. Если человек своровал что-то, то он получается кто? Вор. Если человек ворует, мы говорим, это вор. А у нас, у людей уже такое впечатление есть, когда человек говорит, ворует побольше, это говорит, он не вор, он говорит, бизнесмен говорит. Когда беспощадно человек ворует, все делает, он говорит бизнесмен. А когда мало своровал, это говорит вор, это вора нужно поставить в тюрьму. Это сегодня имеет место. И кто за это должен отвечать перед Аллахом, они никуда не уклонятся. Они будут приставать перед Аллахом и нести ответ за это действие. Также, уважаемые братья, один из актуальных тем, который часто спрашивают, особенно сегодня спрашивают взрослые, молодые, учителя, разные люди о том, какую оценку дает хиджаб, какую роль играет хиджаб в жизни мусульманина. Вот в данной книге «Фикхуль Манхажи» объясняется это следующим образом. وَإِذَا سُئِلْنَا عَنِ الْحِجَابِ وَجَدْنَا حُكْمَهُ. Если вы спрашиваете о хиджабе, то в этой книге шариат Коран дает следующую оценку. Давайте, прежде чем обсуждать хиджаб, узнаем, что означает слово хиджаб. Хиджаб это в переводе на русский означает покрытие. А более подробно, если же изучать вот это слово, покрытие запретных мест, аурата, которые касаются так для мужчины, так и для женщин. Вот это мы говорим сегодня хиджаб. Должен ли человек носить хиджаб? И какова оценка по отношению к Корану? По этому поводу, уважаемые братья, в Коране сказано, сура Ан-Нур, 31 аят, Бисмиллахир Рахманир Рахим, «Валя юбдина зинатахунна илля ма захара минха». Не показывайте, говорит, свои запретные места, кроме тех, которые Аллаху Та'аля дозволил. Те части тела, которые Аллаху Та'аля запретил показывать слабому полу, говорит, Аллаху Та'аля говорит, чтобы их прикрывали, за исключением тех, которые дозволили. А дозволено что, уважаемые братья? Это лицо и кисти рук. Мы не будем, уважаемые братья, сегодняшнего дня говорить, это дело, если ты не будешь делать, мы за это вам делаем что-то. Это обязанность каждого имама или же алима дать оценку со стороны ислама. Вот я делаю вот такую оценку на основании Корана, а следовать, уважаемые братья, выбор остается за вами. За этими руководителями тоже, уважаемые братья, остается очень большая ответственность, насколько они соответствующие шаги предпримут по отношению этой темы. А эта тема сегодня, уважаемые братья, очень актуально обсуждают. Даже на федеральном уровне. По телевизору тоже было такое и собрание, уважаемые братья, говорили и собрали ученых, авторитетных людей, в том числе президент Ингушетии был, Северной Алании был, и другие ученые были, уважаемые братья, обсуждали эту тему. Как смотрит светская сторона насчет тех людей, которые, девочки наши, ходят в школы или же училища в хиджабах. Я послушал эту тему, уважаемые братья, нашел там большую ошибку. Я, конечно, уважаемые братья, и не ученые, которые могу эти ошибки находить, но мне понятно было, у них там есть большая ошибка. Среди этого коллектива, который обсуждали хиджаб, уважаемые братья, не было религоведа.
человек, который осведомлен, человек, который дает оценку со стороны ислама, что такое хиджаб, среди этого человека, среди этих людей не было. Даже если было, среди них не дали слова. То есть там не была поставлена точка. Как смотрят насчет хиджаба мусульмане, или же Коран какую оценку ставит? Люди обсуждают ислам, хиджаб. Конечно, как будут ставить оценки в России? Это мы знаем. А какую оценку поставят у нас по этому поводу, если сделать опрос, уважаемые братья, шкала очень будет она меняться. А как я являюсь имамом, уважаемые братья, это моя обязанность. В Коране то, что сказано было выше, это обязанность закрывать постыдные места. Женщине, зрелой, совершеннолетней женщине, уважаемые братья, где бы это ни было, пускай будет это школа, или училище, или же общественные места. Это обязанность, на что должны уделять внимание родители. И не должно оставаться в тени руководители тоже. Руководители особенно на эту тему закрывают глаза, уважаемые братья. Почему, если на федеральном уровне поднимают вопрос хиджаба, как могут, чтобы там не было человека, который осведомлен этим? Должен быть среди них алим, который дал бы компетентную оценку. Уважаемые братья, если же мы спрашиваем у нас, мы не имеем права запрещать хиджаб. Наоборот, ислам обязывает мусульман, чтобы они одевали хиджаб. Одевать будут ли ваши дочери, уважаемые братья, или нет, это ваше дело и ваша ответственность перед Всевышним Аллахом. Но это не сунна, уважаемые братья. Это не что-то, которое можно снять. Это прямая обязанность, которая указана в Коране. Какой аят, какая сура, здесь уже было сказано. Еще, уважаемые братья, хотел бы сказать, что некоторые и христиане, иудеи или же мусульмане обсуждают эту тему. И в интернете или по телефону в таких местах обсуждение идет. Вы знаете, почему они запрещают? Опять-таки, уважаемые братья, прихожу на начало сегодняшней темы. Из-за того, что у них нет полноценных знаний. Они не знают, что такое хиджаб и насколько она играет важную роль в жизни мусульман. Если вот этот человек знает, что такое, он не будет, уважаемые братья, запрещать. Вы представьте себе, уважаемые братья, в Ставропольском крае за то, что несколько учениц приходят в школу хиджаба. А хиджаб это платок. Девушка, мусульманка, показывает свою веру. Да. Она вера должна и здесь тоже, уважаемые братья, и в сердце тоже. Но это один из качеств уверовавшей девушки, чтобы она закрывала срамные места. За то, что несколько девочек, извините вы меня, в Ставропольском крае одевают хиджаб и приходят в школу, на федеральном уровне поднимают вопрос. И когда, уважаемые братья, в России в школу ходят в мини-юбках, полуголые, уважаемые братья, на это закрываем глаза. Как легче, уважаемые братья, школа это что такое? Школа это место, где обучают знаниям. Нельзя смотреть, в чем человек пришел. Человек одет, ну косонку пускай одевает, пускай снимает, это их дело. Человек пришел учиться. Обязанность учителя, что это такое? Обязанность дать материал, учебный материал, обучить. А не смотреть на мальчика, на девочку, чтобы заставлять снимать и платок. Даже если подойти к этому вопросу по-человечески. А если у нас здесь мусульмане, взрослые учителя, такое тоже есть, уважаемые братья, даже говорят, из-за этой темы двух, говорит, человек убили. И СМИ вот эти вещи скрывает. Руководство молчит. Почему не делает собрание и не созывает ученых по отношению к этой теме и не решает вопрос раз и
навсегда, что это хиджаб, она имеет место для каждого человека. Пусть это будет в школе, пусть это будет в учреждениях или же на улице. Вот, уважаемые братья, когда человек, он не знает, что это обряд, если же хотя бы там был бы человек алим, он сказал бы свое слово: мы мусульмане, исповедуем ислам, и хиджаб носит очень важный характер в жизни, это обязанность. Вот даже я и смотрел обсуждения у христиан, по интернету специально посмотрел обсуждения, что говорят, почему же люди против этого. Оказывается, уважаемые братья, они не знают, что это обязанность. Они говорят, что это атрибутика. Мол, вот этот жест, сердце, крестики, там всякие эти, вот эти все косынки тоже говорят, нужно убрать. Уважаемые братья, еще раз говорю, хиджаб это не атрибутика. Атрибутика это другие вещи. Сколько у нас в России есть молодежные субкультуры, да, которые разные танки, вот такие прическами приходят, все. На них внимания, уважаемые братья, нету. А когда девушка целомудренная, скромная одевает платок, понимают бунт, уважаемые братья. И это бунт на основании религии. Нельзя, уважаемые братья. Куллюкум ра'ин, ва куллюкум мас'улин ан ра'иятихи. Каждый из вас пастух. И каждый пастух будет нести ответственность за свою паству. Не умеете руководить, освобождайте свои места. Хотите руководить, руководите, уважаемые. Это касается в первую очередь и меня, и всех мусульман. Дай нам Аллаху Та'аля оставаться мусульманами не только в словах, не только в сердцах, но и в деле тоже показывал свою веру. И объяснять людям в первую очередь уважительно. Почему уважительно, уважаемые братья? Потому эти ошибки на почве из-за того, что не знают, что такое хиджаб. Они думают, можно снимать, можно одевать. Они думают, что это не обязанность. Это часть веры во Всевышнего Аллаха. А веру, уважаемые братья, мы, заходя в школу, мы не можем снять веру и оставлять там. Вера, она бывает человеком постоянно всю жизнь. Также, если, уважаемые братья, по этому поводу есть у вас что спросить, пожалуйста, спросите, если знаю, отвечу, если нет, узнаю в следующий раз. Но я еще раз говорю, эта тема актуальная тема. Нельзя на это закрывать глаза. Если же с нашей стороны узнают слабость, они могут уверенно и закрыть. С завтрашнего дня скажут, нельзя в школу ходить в хиджабах, запрет. А мини-юбками, полуголыми можно. Почему? Потому что вы молчали. От каждого человека зависит. От каждого человека зависит. Из-за этого, уважаемые братья, если есть соответствующие вопросы, пожалуйста, выслушаю вас. Вопросы так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.